Здравствуйте, это видео про то, как проходят зимние денечки в деревне, где живет постоянно всего лишь 3 человека. Это третье видео от поездки в Усть-Куломский район. В первом видео мы кандидовали, ходили по домам в масках и просили конфеты. Во втором видео рассказывал о селе Дон и о своем друге Артуре Горнове. Кстати, я оценил ваши положительные комментарии. Пишите больше. Едем в деревню Парма. Здесь моя мама жила и работала много лет, не 1 год тоже. Потому что здесь было фермерское хозяйство, сейчас его уже нету. Смотри, как вот, красиво, да? Ну вот мы едем туда сейчас. Вот получается лес по коми Парма, да, тайга. А мы сейчас тоже едем в деревню, которая тоже называется Парма. Есть футбольный клуб тоже такой, Парма итальянский. Деревня Парма известна с 1916 года. В деревне проживало 23 жителя. С 40-х годов отмечалась как пурга. В 1970 году население составляло 74 человека. В 2010 году учтено всего 6 человек. Деревня Парма будто обзорная площадка на девственные леса. Настоящую коми-парму. Тут нет магазинов совсем. Но связь есть, телевизор люди смотрят, магазина нет, с Усть-Кулома привозят им продукты. Вот мы тоже взяли печенюшечку, зайдем в гости. Да, смотри, как кусты тут, кустики. Какой домик интересненький, старинный. Корте, октан, горте, иджит мортен. Юрта, копр. Очень высокий порог. Высокий порог. Так. Да-да, сейчас Здравствуйте. Вас тут сколько? Здравствуйте. Девочка. Это я утром топила, вон мороз, холодрыга какая. Тоже только на гости освоились там мысли. Проходите, проходите. А обувь? Ну, народ сейчас, комесы. Комес. Давай. Может, кусать мне даст борзы. Печеньки вам. Ой, С Рождеством ко всем с поздравить. Рождеством вот тоже гости освоились, да. Только мунусны. Куда образовать? Парма. Парма долам бура. Вырастом и там, вот там, корощ вот там, да мы, да, чёд вот там, вот цивилины ёлам. Менам бадуш колом квартира выем благоустроенной. А чёрно там оланды? А чорам не окко селечины. Мыля. Менам, мы еще мы капу саму скута пукавы только. Скоро с ментем помню снувыс. А ошки с волома да забордура менам гагитема. А мы тарья сволывланы, курганы, татче. Даже есть лямпа действующая. Куда ты я нашел? Там он так клубника, кстати, на Да. линии. Это лавну. Мы на гости, мы там ты родичи. Клубнику Ну, ати дарили. зовут. Да? А так и мы вонин лямпа ослу. Да, я, наверное, первобытный строй, одна, наверное, лямпайс, наверное. Так что, да, я сто, важно, стану ставить ваш что я. Мама, на цару статаны. То мы ты нам клубника, бог не ты зле. Что, статаны ставить? Ничего себе, урод. Из деревни Парма известный в коми писатель Иван Нагиев. Он пишет рассказы на коми языке под псевдонимом Парма Вань. Известные рассказы «Вирус», «Экзамен», «Дебил», «Аяпия», «Отец и сын», «Государственный морд», «Государственный человек». И тачи кола весь санет ян медем мусор шубытны дартма. Но мусор кайсен да сиет бурнен. Мусор станолланы. Ты мыен заниматься, кытен ты ужалын. Mä splavan udallı. Кытен? Splavan. Сплавын. Да. Татан лес сплавляетесь на. Estenme mikä. Что случается в мы коин яс ош яс петален да мы да шем зверь пытка яс. Кстати, парма своллен, да? Koini dem. Ища. Ажилен дашни да сиет. Meg sin mä nägnaji vapsa. Jaras juus kiemas otikas väl pomasdenis mödes. Tatsi volomas da geniaali sivala da. Siepä mikä mien doras matista ylty duksa kyllä da kyslalapa. А песса ты куда будешь там? Та держава над песса. Менен бокваю. А недалеко от села Пармы есть еще карьер. Мы туда ехали, но не доехали, потому что дороги не чищены зимой. Но тут есть один человек, который живет один. И вот у него собачка. Она нас увидела, не стала злиться, наоборот порадовалась, что гости. Дай лапу, дай лапу. Привет, привет.
Открыто, он нас приглашает. Он нас приглашает. В гости. Наверное, да. Приглашает нас в гости. Он дрессированный, хороший, умненький. Это его дом. А это его дом. Здорово. Генрих меня зовут. А вы тут одни живете? Один. А вам не скучно? Да вот же ж вы приехали, как скучать. А, часто приезжают, да? Приезжай. А. А тут у вас электричество или генератор? Генератор. Генератор. А. И вы домой ездите в Усть-Кулам, да? Никуда я не езжу. Нет, Я нет. тут живу. А, всегда. Всегда. А как с продуктами? На машине езжу. А, покупаете и приезжаете. Ну да. А ты коми интернет? А? Коми. По коме не говорите, по коме. Не бычу. На обратном пути мы с Артуром размышляли, почему некоторые люди выбирают отшельнический образ жизни, уезжают в лес, либо заброшенную деревню и начинают там жить. Много причин, каждому человеку мы не можем тыкать и говорить. Некоторые люди переезжают и живут одни, потому что их очень сильно обижали. Еще есть вторая причина, что не принимают наше с вами общество, не принимают наши песни, цивилизацию. В любом случае, по заброшенным деревням, по местам, где живет один человек или небольшая группа людей, ездить интересно. На моем канале будут еще ролики с таких мест, а следующий выпуск я хочу посвятить городу Ухта. Недавно тоже туда ездили. Небольшой трип смонтирую, выложу. Спасибо, что вы посмотрели меня. С вами был, как всегда, этноблогер Генрих Немчинов.